Инструкция по сборке гидропонной установки. Три стенки конструкции соединяются между собой планками снизу и сверху, которые прикручиваются болтами. На передней и задней планке расположены специальные клипсы, держатели для труб. Небольшие на передней для системы подачи воды, большие на задней для системы слива. Устанавливается система подачи воды, которая представляет собой соединенные трубы с краниками. Данная система крепится на клипсы передней планки. С помощью дополнительных труб к этой системе подсоединяется насос, расположенный в резервуаре для воды. Устанавливаются лотки. Установка сливных труб. К передней планке снизу закручивается основание модуля. Одевается крышка. Питание от насоса подключается к данному модулю. Сам модуль подключается к сети только после того, как в лотки будет насыпано зерно. Перед тем, как насыпать зерно, его нужно предварительно обработать. Для начала нужно очистить зерно от примесей. Для этого в емкость с зерном наливают воду. Причем объем воды должен соответствовать объему зерна. Если ведро зерна, то ведро воды. В результате данной процедуры на поверхность воды всплывут различные примеси. Остатки следует очистить вручную. Тщательная очистка зерна – очень важный этап, что обеспечивает хороший рост. После чистки засыпаем зерно в мешок. Далее этап дезинфекции раствором марганцовки. Раствор марганцовки готовится в пропорции 0,1 грамм на 10 литров воды. Мешок с зерном опускается в раствор марганцовки на 30 минут. После чего мешок с зерном перекладывается в теплую воду и оставляется на 12 часов. После очистки и дезинфекции зерно насыпается в лотки. Толщина слоя зерна должна быть примерно 2 см. На один лоток уходит 4 кг семян. Следует не досыпать со стороны слива 7-8 см, для того, чтобы отток воды происходил более свободно. Для разглаживания слоя зерна можно воспользоваться лопаточкой для выравнивания. В резервуар набирается вода. Питание модуля подключается в сеть. Настройка модуля. Открыв крышку, на корпусе таймера следует нажать кнопку с изображением часов. Все краники открываются в полоборота. С этого момента установка включена. Освещение. Первые 3 дня семена должны находиться в полной темноте. Для освещения можно использовать натриевые лампы или LED светодиоды. Последующие 4 дня должны быть под освещением с 8 до 20:00. Трава растет при плюс 18 градусах. После того, как трава выросла, происходит сбор. Один лоток дает 20 кг зеленой травы. Через 8 дней со всей установки получаем 150-160 кг. 20 кг зеленого корма достаточно для кормления 2 коров,
либо 5 свиней, либо 15 овец, либо 50 кроликов, либо 400 кур. Существует возможность наращивания системы.